Ульянов и Мультатуль спорить не со мной, а с Гайдаром и Новодворской по поводу того, была ли Россия близка к неотсталости и многопригодности Запада, как они считают, или же была далека от этого идеала, как считают Гайдар и Новодворская. Мне же этот идеал, вытекающий из него шкала критериев, невероятно чужды. Господа, с теми, кто отстаивает советское, нельзя спорить, присваивая им позицию Новодворской и выдвигая против них аргументы, отточенные в споре с Гайдаром. Это дурдом и саморазоблачение. Потому что вы просто показываете, что Гайдар и Новодворской вам гораздо ближе, чем мы. Так это, кстати, и есть вагон белого движения, как до, так и 21 века, его главная тайна и ахиллесова пята. Сначала заголяется Цыпка, обнаруживая сокровенное. Теперь вот другие его коллеги. Заголяйтесь сколько угодно, но мы-то тут при чем? Чем больше вы заголяетесь, тем более всем видно, что либералы белые это те же западнические яйца, но вид сбоку. И в этом источник альянса красных и тех дореволюционных элит, которых от псевдомонархического западнического бабка, позже породившего белое, тошнило всю вторую половину 19 столетия, а уж в хмты просто вырвало. Тесть номер 3. Был ли царь безволен или не был, меня никогда не волновала личность Николая II. Личность Наполеона волновала, а личность Николая II нет. Меня перепутали не только с Гайдаром и Новодворской, но и с Радзинским. Я вынужден напомнить, что зовут меня С. Кургинян. Интересует меня только политический результат деятельности Николая II, но не его личность. Николай II был абсолютным властителем в Российской империи, которая при нем катастрофически рухнула, погребая под собой миллионы человеческих жизней, в том числе и жизни членов моей семьи. Он отвечает за этот политический результат или нет? Горбачев отвечает за распад СССР жертвы, порожденной этим распадом? Да или нет? Что некорректного в моей постановке вопроса? И кем надо быть, чтобы жесткий абсолютно актуальный политический вопрос переводить в вопрос сентиментальный, ретро-психологический? Не могу здесь не заметить симптомы того, чему уже поставил диагноз. Властитель отвечает за то, чтобы держава не рухнула. Исходя из этого я, как гражданин и профессионал, требовал чрезвычайных мер для недопущения распада СССР. И на тебе, господа Ульянов и Мультатуль, обнаружили во мне отвращение к репрессивности. Опять с кем-то путают. На этот раз, наверное, с Галукиным. Может быть, есть правозащитник по фамилии Кургинян? Но тогда это мой однофамилец. Я же, повторяю, неоднократно указывал, что отсутствие жестких и, конечно же, умных мер порождает неизмеримо большую кровь, чем их своевременное адекватное применение. Эта моя позиция была неоднократно осуждена нашей либеральной интеллигенцией. И известно всем, кроме соавторов статьи, которую приходится обсуждать. Но не диагноз ли? Ответственность за распад державы. Этим счетом я оцениваю Николая II и Горбачева. Личные судьбы у них разные, но факт того, что при первом распалась Российская империя, а при втором СССР, отменить невозможно. Как и все, что вытекает из данного факта. Жертвы огромны, а ответственность? По поводу 9 января и всей первой русской революции в целом сказано мною было одно, что кровь всех граждан имеет единую цену. По крайней мере, для их родственников. И что без такой констатации не может быть гражданского примирения. Это не предмет полемики, а очевидная для всех аксиома, отрицать которую можно лишь выставляя себя на посмешище. Себя, а не оппонента. А заодно и все свое, так называемое белое дело. Тесть номер 4. Есть царь, который отвечает за страну. Началась революция, по его мнению, губительная для страны. Царь, спасая страну, применяет репрессии. Вроде бы все очевидно. Где ответственность за страну, там и ответственность за репрессивные действия. А нет. Нам говорят, что царь ответственности за репрессии не несет. Что за 9 января и все последующее, первая русская революция называется, отвечает японская разведка, нанятые ее провокаторы, смутьяны-стрелочники. Странный подход, но тогда его очевидным образом надо применять и к злосчастьям Николая II. И тоже говорить о стрелочниках и разведках. Оснований в данном случае, заметим, гораздо больше. Страна распалась, клубицы хаос, каждый дудит в свою дуду, разведкам раздулья, заинтересованности хозяев в ликвидации Николая и его семьи очевидно, однако выясняется, что за красные репрессии должны ответить красные вожди, а за белые репрессии кто угодно, кроме самих белых. Видимо, опять-таки красные вожди. «Почему ты живешь везде, а я нигде?» — спрашивал пьяный, стучась в 5-й раз в чужую дверь. «Извините, но пора протрезветь».
Власть, применяющая репрессии, отвечает за их последствия. Искупаются последствия сохранением страны. Ибо потеря страны порождает несоизмеримо более страшные последствия. Где страна? Вот вопрос к Николаю II, и не только к нему. И не надо подменять этот больной вопрос тем, что Лермонтов назвал жалкий лепет оправдания. Что касается заговоров, чинимых злыми силами, разными полковниками Аббаси, шифами, варбогами и прочими, то хорошо известно, что мешает плохому танцору. Направляйте своих агентов в Японию, и пусть японцы свергнут императора. Или начнут против него революцию. А агентов тут направляйте в США, и пусть они развалят США, а не агенты ЦРУ-40. Словоблудие на тему о Николае II, чем опасно и почему должно быть прекращено? Потому что оно культивирует слабость, создает культ слабости, по сути, героизирует проигрыш или хотя бы оправдывает его. А в нынешней ситуации стране нужно мобилизоваться, то есть сказать себе, что проигрыша оправдания нет и не может быть. Именно поэтому страна выбирает Сталина, а не Николая II. До тошноты понятно, почему ей навязывают Николая II, чтобы она смирилась с очередным проигрышем. И, наконец, мы подходим к главному тесту номер 5. Добровольно или недобровольно отказался Николай II от власти? Кому-то может показаться, что это уж вовсе второстепенный вопрос. Отнюдь нет. Это вопрос, ответ на который во многом определяет будущее страны. И именно наличие такого вопроса позволяет мне утверждать, что странные личности, странным образом сотворившие странный текст на страницах газеты «Завтра», посланный нам духом истории. Да и о личностях мы, разбираясь с их ответом на данный вопрос, поймем нечто прелюбопытное. И Путину, и Медведеву, и всем ныне действующим российским политикам, присягнувшим государственности российской, которая, поверьте же, опять под вопросом, надо постоянно напоминать, что страну разваливает элита. А еще точнее низость элиты. Господа Аверьянов и Мультатули, добравшись до пятого мифа, он же тесть номер 5 в моем ответном исследовании, начинает перечислять тех элитарнее, чья низость погубила Российскую империю. Они пишут, презренные имена изменников известны. Это председатель Государственной Думы Камергер Рацанко, депутаты Государственной Думы Гучков, Милюков, князь Львов, С.Р. Керенский, начальник штаба ставки генерал-адъютант Алексеев, великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютант Русский, генерал-адъютант Брусилов, генерал Крымов, генерал Корнилов. Глупость – ближайший сосед провокации. В молодости я считал, что глупость – это повреждение ума, и не более. С годами убедился, что все намного печальнее. И научился уважать глупость, считаться с ней как с очень серьезным врагом. И потому для начала готов предположить, что предлагаемый вопиющий по своей эклектичности и избирательности список изменников порожден именно этим могучим врагом человеческого ума, а также полным отсутствием понятийного аппарата. Давайте все-таки определим понятие изменник. Изменник – это человек, совершивший измену. А что такое измена? Ходорковский может изменить Путину в 2007 году. Не может ни технологически, он изолирован, ни по месту в системе, он внесистемный элемент. Березовский или Невзлин могут изменить Путина в тот же период? Опять-таки не могут. Они могут чинить козни, потому что, в отличие от Ходорковского, находятся на свободе и обладают средствами и желанием использовать он их против Путина. Но изменить они не могут, как в силу того, что определяет себя открыто антипутински, так и в силу своей внесистемности. И Лимонов не может изменить Путину. И Каспаров. И Касьянов. И Новодворская. Изменить может только тот, кто присягнул, завоевал доверие, получил место, не в системе даже, а в ядре системы, и соответствующие возможности. И Зюганов не может изменить Путину. И даже Жириновский. Мы говорим об очевидных вещах, не правда ли? Но если это очевидно, то как можно ввести Керенского в список изменников? Это и Троцкого с Лениным можно в подобный список ввести. О чем мы говорим, о заговоре или об измене? Что погубило Российскую империю? Что потом погубило СССР, что может теперь погубить Россию? Что объединяет власть в Российской империи, власть в СССР, власть в современной России, при всем их очевидном отличии? Понятие политическая система, причем все три политические системы достаточно жесткие. Что может погубить жесткую политическую систему? Внутреннее тление, истачивание ребер жесткости или удар могучим молотом какого-то врага. Конечно, враг может ударить не молотом, а тонким шилом в особую точку системы. Но система-то должна знать свои особые точки и их особым образом защищать.
Перестает она их защищать тогда, когда механизмы защиты сливают вместе с ребрами жесткости. Ленин великолепно все это понимал, утверждая, что никто не победит большевиков, если они сами себя не победят. И никто не победил Кремль в 2008, кроме самого Кремля. И так далее вплоть до микросистем. Российская Федерация, как некогда СССР, обладает достаточным ядерным потенциалом для того, чтобы не бояться военного разгрома. Властные механизмы достаточно эффективны для того, чтобы не бояться оранжевых революций. А значит, для того, чтобы Российская Федерация распалась, система должна ислеть. Вот когда ее ребра жесткости перестанут нести нагрузки, а механизмы защиты особых точек рассыплются, то не надо будет ни удара могучего молота по системе, ни коварного укола в особую точку. Достаточно будет громко чихнуть. Оказать любое внешнее или внутреннее воздействие. Власть же боится забастовок, революций, других нагрузок. Она почему-то не боится собственного сливания бойка. А бояться-то надо только этого. Давайте всмотримся в мистерию сливания Российской империи. В реальную мистерию, а не в карикатуру, которую нам предлагают. В карикатуре этой всегда соседствует двусмысленно недостаточный список изменников и двусмысленно избыточное сетование на козни сверхмогучих врагов. Приглядимся, прежде всего, к сетованиям. Неумеренно невротизированная и страшно поверхностная болтовня о шифах, варбургах и же с ними в итоге порождает комплекс национальной неполноценности. Страна ведь может погибнуть либо по причине нашей слабости, либо по причине силы врага, не так ли? Одно дело сказать, что сами сплоховали, допустили ошибок, развалили систему, сгнали ее на корни, потом гнилое здание потолкнули, евреи, немцы, неважно кто, оно завалилось. Другое дело сказать, что власть безупречна, что правили могуче и мудро. Сказали, все умилились, поверили, потом спрашивают, а страна-то где, почему развалилась? На это отвечают, на страну ополчился Сион, сила необоримая. И потому не справилась даже такая мудрая, безупречная и могучая власть. Перевели стрелку на ворога и впали в прострацию. И ворог необорим. Святой Николай II и тот не устоял. А нам-то, грешным, куда? Мы обречены. Начинают шептать губы властителей. Надо ехать в Новую Орду за ярлыком, шепчут другие губы. И вот мы уже имеем то, что имеем. Судьба страны всегда и в 1917, и в 1991, и в 2008 годы в руках властителей и народа. Властители могут создавать адекватные и неадекватные вызовам политические системы. Они могут преодолевать или поощрять элитный бабок, способный заразить все общество. Если властители правильно выстраивают систему, а в эту правильность, конечно, входит адекватное понимание суперфактора по имени народ, и если они преодолевают элитный бабок, государство сохраняет жизнеспособность. Если же они этого не делают, обрушиваются и они, и страна. Но власть, допустившая такое обрушение, должна быть проклята, а не возведена в сан святых со ссылкой на ущербность народа и неодолимость злых сил. В этом и только в этом исторический и метафизический опыт распада Российской империи. Господа Аверьянов и Мультатоли хотят скрыть этот опыт от нашего общества, программа минимум, или посадить обществу на голову суперислевший белый богок, программа максимум. Они хотят также насадить в обществе культ овцы, называя этот культ культ Магнца. Все танцы вокруг Николая II ведут к этому и только к этому. Агнец — это красиво. Но я убежден, что это соблазн. Вам предложат роль Агнца, потом окажется, что это роль барана. А потом вам поведают жуткую тайну, сказав, как называется кастрированный баран. Но мы же вроде бы не решились поменять свой исторический тотем медведя на барана. Нам сегодня не нужен героизм победителя, героизм служения и чести, героизм мобилизации, героизм, считающий поражение постыдным, героизм, готовый добиваться победы и платить за нее высокую цену. Нам не нужен ни криминальный героизм, в котором нет места служению, ни героизм, совместимый с поражением и готовый к нему. Это должно быть изгнано. Мы готовы преклоняться перед белыми царями-победителями и возносить их на любой пьедестал. Прощай этим царям много. Как мы прощаем Петру Великому. Мы готовы преклоняться перед красными вождями-победителями, прощая многое, как мы прощаем Сталину. Но мы не хотим и не будем сусукать по поводу проигравших, по поводу лузеров белых, Николай II, красных, Горбачев или трехцветных. Всем лузерам, которые, ссылаясь на что бы то ни было, пустят в распыл страну, должно быть понятно, что их ждет историческое и всяческое проклятие. Никакой другой философии и метафизики у нас нет и не может быть. И любая идеология должна строиться на этой философии и метафизике.
Задача наша в том, чтобы, поняв и пережив правду о том, что было, не допустить нового государственного распада. Но для этого нужна правда, вся правда, а не оцензурированный сусальный лубок. Карикатурный список изменников, предлагаемый Аверьяновым и Мультатуле, кого может убедить в 2008 году, при таком обилии исторических материалов и при столь остром ощущении надвигающейся беды. Я приведу имеющиеся факты в необходимом объеме и попытаюсь на их основе разобраться в качестве тогдашней измены. А ну, как она и впрямь тянет на метафизический, именно метафизический катастрофизм. Часть 5. Исов и Яков. Глава 9. Катастрофизм исчерпание. Запись в полевом дневнике, 22 октября 2008 года. Из второй части статьи Аверьянова и Мультатуле «Другой царь и другой Сталин». Сегодня мы каемся не за мнимый грех, не за то, что наши предки убили царскую семью, а за то, что они позволили состояться этому лютому злодеянию, положившему начало трагедии всего народа. Каемся потому, что и нам сегодня нужна метаной перемена ум и пытливое переосмысление своего прошлого, а не повторение придуманных старшими товарищами агитационных клише. А вы, наверное, читая первую часть их статьи, решили, что господа беспокоятся по поводу порабощенности вашего сознания ложными мифами? Покаяние, да что им от вас нужно? Покаяние 2, 3, 4, 5 и так далее. Я уже обсуждал тему покаяния. Сейчас вынужден к ней вернуться еще раз. И еще раз оговорить, что метафизическая обязательность покаяния отменяет любые политические и социальные целесообразности. Если историческая личность, народ, совершила нечто метафизически отрицательное, то есть пало, то она должна каяться со всеми вытекающими, в том числе и политическими, последствиями. Но метафизическая обязательность покаяния может возникать лишь в двух случаях. Подчеркиваю, двух, а не в 3, 5 и так далее. Первый случай, когда историческая личность, отпав от идеального верха первородства, присягает материальному низу чечевичной похлебки. Второй случай, когда историческая личность, опять же отпав от идеального, присягает антиидеальному, абсолютному злу. Оба этих случая должны рассматриваться объективно, без ценностной предвзятости, при которой ваш идеал – это идеал, а любой другой идеал – это антиидеал или безидеальность. Извините, но объективные критерии существуют. И подсунуть вместо них пустопорожний треп о покаянии уже не удастся. То, что произошло в феврале 1917 года, нам, благодаря демаршу Аверьянова и Мультатуле, придется обсуждать подробнее. И потому я называю этот демарш месседжем, ниспосланным мне духом истории. Но то, что произошло в октябре 1917 года, никак не может быть отнесено к первому случаю. Потому что в октябре 1917 года Россия очевиднейшим образом присягнула новому накаленному идеальному, именуемому коммунизм. Каждый имеет право оценивать это идеальное по-своему. Это вопрос аксиологии, ценностей, но не метафизики. Отказать коммунизму в идеальности как таковой невозможно. А значит, октябрь 1917 года не то, что я назвал первым случаем. Но, может быть, это второй случай. Я уже давал внятные разъяснения и по этому поводу. Что ж, дам их еще раз. Сталин красный проект не отменил. Он не разогнал, не выволок Ленина из мавзолея, не ввел частную собственность, не произвел реституции, не снял звезды с кремлевских башен, не растоптал красное знамя, не вернул белых из эмиграции и так далее. Он красный термидорианец, а не белый царь. Имейте совесть. Не позорьте себя и белое дело. Раз так, то Сталин и красный проект – это единое целое. Красная империя победила Гитлера. А какие Красная империя вносила коррективы в свою идеологию и политику при Сталине, это частности, ничего не меняющие в красном качестве данной империи. А значит, и в метафизическом качестве произошедшего. Мы ведь и метафизики говорим, в том числе о метафизической войне Третьего рейха, Черной империи и с Красной империи. Ну, так давайте определим метафизическое качество воюющих сторон. И договоримся, что мы все такие язычники. Что метафизическое зло не Олимп, на котором расселась парочка равнозначных злых богов, один из которых опекает Красную империю, а другой Черную. Люцифер опекал либо СССР, либо Третий рейх. Если вы считаете, что Люцифер опекает СССР, то Россия должна каяться, а Германия должна быть оправдана. Но тогда, господа, вы поклонники гитлеризма. Ибо, утверждая подобное, вы говорите, что Люцифер не опекал Третий рейх и Гитлера. Что они не причастны метафизическому абсолютному злу. Что империя абсолютного зла – это СССР, а не Третий рейх. Так идите к регановцам и болтайте с ними об этом, а не лгите о своем патриотизме, своей державности. Идет шулерская игра на метафизическом поле.
Игра с понятными уже для всех и весьма далеко идущими политическими последствиями. Люди, говорящие всерьез о необходимости покаяния России за коммунизм, говорящие об этом как метафизики, отмывают Гитлера, Третий рейх и ставят крест на России. В годы войны такие люди были с Гитлером, требовали расчленения России. Позже солидаризировались с теми, кто называл ее империей абсолютного зла. Это люди принципа наши страшные враги, но враги-то иногда не самые худшие. С ними хотя бы все понятно. А вот что такое контингент, пытающийся о великой державности поговорить и о том, что России быть, и о покаянии за коммунизм. Контингент, впутывающий в метафизическую проблему, качество идеальности, обычные, хоть и трагические, исторические события. Что это за загадочный контингент? Отвечаю, это либо наипустейшие болтуны, либо ревнители покаяния как спецпроекта. То есть спецпокаянщики. Доказательства? Неужели нужно называть конкретные имена высокостатусных работников западных спецслужб, разрабатывавших концепцию этого самого спецпокаяния? Неужели нужно обсуждать, где, когда, кто и зачем проводил тренинги, в которых Россия выводилась в качестве лица, кающегося перед восточноевропейцами и не только? Неужели нужно описывать психотехнологии, призванные обеспечить сопряжение между этим спецпокаянием и расчленением России, буквально, разделкой туши? Надо будет назовем, обсудим, опишем.